Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие и добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Кто, что про вас говорит. Посмотрим, кто перемывает вам кости, да и вообще, что думают о вас те, кто вас окружает. Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте посмотрим. Я убираю Назар, прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть да что ж такое, какие-то крысы вышли. Смотрите, с одной стороны крыса и с другой стороны крыса. Две крысы с большими ушами. Не, ну крысы, видите, как мордочки-то острые. Ушастые крысы вышли. Смотрите, у вас вот эти крысы, они, как и в ближнем окружении, да, среди семьи есть крысы, 100% есть, так и в отдаленном. Вот как окружают вас эти крысы, вот со всех сторон обложили. Так, мои хорошие, смотрите, что я вижу. Я вижу, что вы очень хороший, добрый человек. Вы человек, который не привык говорить бранные слова, который не привык думать плохо о людях. Вы привыкли наоборот, к людям хорошо относиться, оправдывать, помогать, поддерживать, там, последнее отдавать. Вот к этому вы привыкли. Многие, видя вашу эту особенность, вашу эту добродетельность, думают, что вы слабый человек. Но они ошибаются, они очень ошибаются. Вы далеко не слабый человек. Наоборот, доброта – это сильное качество сильных людей. Понимаете, кто обычно у нас там самые злые, угрюмые, там, безобразные люди? Это убогие, обиженные неудачники, да? Они не пытаются бороться, не пытаются ничего делать. Им проще там сказать: о, это не я ленивая, да, либо там какой-то недоделанный, да, это вот из-за нее у меня не получается, либо из-за него у меня не получается. Вот и все, вот и все. Вот. Крысы эти близко к вам находятся, ну, потому что вы их подпустили. Вы вот людям, как всегда, даете второй, третий, там, 1001, миллион, 10 шанс. Вы всегда даете. В этом ваша сила. За это вас очень любят высшие силы. Просто души вас не чают. Такой вы человек. Вы, кстати, как добрый наследник своего рода. В вашем роду тоже были такие же уникальные, добрые люди, как и вы. За это вам обязательно воздастся. За это вас ждет очень большая награда. Награда – это исполнение вашей заветной мечты. Но не просто исполнение вашей мечты, а усиленное исполнение вашей мечты. То есть вы получите свою мечту, ну, помноженную, там, я не знаю, на 10, а может быть и на 100, а может быть и на 1000, понимаете? Прям что-то прям грандиозное вы будете получать. Заслуженная награда. Заслуженная. Вы не думайте, вы обязательно эту награду получите. Так, что касается крысы с правой стороны. Ну, это в семье, это кто-то из близких, это могут быть и друзья, приятели. Вот самые-самые близкие доверительные отношения. Также могут быть родственники. Что делают? С вас тянут, вот прям все тянут. Кто-то энергетику тянет, кто-то деньги тянет, кто-то возможности ваши тянет, кто-то время ваше с вас забирает, понимаете, вот подворовывают время. И все, человек думает: ну что, она ж не отказывает, значит надо, значит можно. Сначала, может быть, стыдно было, потом человек втянулся и говорит: ой, она ж не жалуется, значит, все правильно я делаю. А вы ведь все видите, вы ведь все чувствуете, вы ведь все понимаете. А человек думает, что ему все безнаказанно пойдет, а вы все ждете, что человек исправится. Знаете, что произойдет? Я вижу, что этот человек зайдет за грани дозволенного, перейдет вот этот шлагбаум, да, вашего терпения, и все. И тут как бы полетят кусочки, там, ошметочки, ружки-ножки, да, все это полетит. С вами так нельзя.
Даже и у вас есть вот этот лимит прочности, запас прочности, и он уже практически исчерпан. Этой крысе очень от вас достанется. И это будет по делу, понимаете? Не просто так, что вы там вспылили. Нет, нет, очень жестко вы дадите отпор этому человеку. Что мне не нравится? Мне не нравится, что этот человек сам плохо к вам относится, да, либо пользуется вами без всякого зазрения совести. Так он еще и других на это подбивает. И говорит, ничего страшного, да, можно, она не обижается, либо она ничего не говорит, она к этому привыкла, либо он к этому привык, да, других подтягивает. Но другие, я вижу, так немножко так робеют, да, либо стесняются, не такие, конечно, наглые, упоротые, как вот этот персонаж. Но это прям очень доверенное лицо ваше. Вы от этого человека не раз уже видели крысиную морду, но все думали, что вдруг одумается. Вам жалко с этим человеком расстаться. Но этот человек вас доведет до праведного гнева. И вы тут уже прям себя сдерживать не будете. С этим человечком в жесткой форме попрощаетесь. И правильно, а как по-другому? Как по-другому? Нельзя такое поощрять. Человек вместо того, чтобы одуматься и исправиться, наоборот, наглеет. Еще и других подбивает на то, чтобы у вас забирать, да, либо с вами плохо поступать. Такой вот жесткий урок жизни. У вас жесткий урок жизни. Вы его пройдете. С левой стороны крысы побольше. Кстати, это может говорить о том, что это не один человек, это, возможно, несколько людей. Может быть, они в разных сферах у вас в жизни отыгрываются. Но здесь, смотрите, чему крыса идет. Крыса на работе у кого-то точно есть, потому что лошадка выходит. И крыса, как человек, да, с рогом изобилия. То есть завидуют вашей работе, либо вашей активной трудовой деятельности, либо завидуют тому, что вы имеете, что вы из себя представляете. Кстати, на работе могут быть моменты, когда вас хотят оболгать, там, не знаю, подсидеть, на вас свалить свою работу. Да? Такие моменты тоже могут быть. Если мы говорим о вас конкретно персонально и то, чем вы владеете, желание у вас забрать, отобрать. То есть как мошенники даже, может быть, какие-нибудь. То есть им хочется быть вами, им хочется владеть тем, что принадлежит вам. Им невдомек, что вы потратили огромные усилия, уйму времени положили на то, чтобы это иметь, получить, я не знаю, создать, добиться. Вот человек думает, а что тут такого? Приду, заберу и буду пользоваться. Нет, дружочек, так не будет, никогда не будет. И то же самое на работе. Я не могу сказать конкретно, как к вам относится начальник, но если ему постоянно на вас гадости говорят, то, наверное, все-таки какие-то мысли нехорошие есть. Но ваш начальник вот на каком-то интуитивном животном уровне понимает, что если вас не будет, да, что в один день вот вы просто возьмете и не выйдете на работу, то это будет коллапс. Все начнет рушиться, как карточный домик разлетаться. Я не знаю, кто вы, я не знаю, чем вы занимаетесь, но вы самый вот этот главный болтик, винтик, на этом винтике, болтике все держится. Вот. И ваш начальник интуитивно это понимает. Но кто-то под вас копает, явно копает. Но отсюда как бы недоплаты на работе, там сверхурочные всякие, да, работы, претензии в ваш адрес. Хотя, еще раз говорю, вас не будет, там все рухнет. Там будет очень плохо. Очень. И многие это понимают. Зависть все-таки побеждает здравый смысл, и тут, как говорится, ничего не поделаешь. Так, что же о вас говорят? Многое о вас говорят. Вы вообще персона интересная, вы вот у многих на языках. Почему-то вот если люди соединяются в группку, начинают там что-то обсуждать, какие-то темы проговаривать, рано или поздно, вот кто вас знает, они все равно вспоминают ваш образ и начинают говорить о вас. Хорошего говорят гораздо больше, чем плохого. Это приятный знак, но плохое все равно присутствует. Вас, если вы женщина, недолюбливают женщины. Если вы мужчина, вас недолюбливают мужчины. Здесь опять же у нас выходит и зависть, и постоянная, вот знаете, как люди сравнивают, наверное, себя с вами.
Вы как образец для сравнения, такой, знаете, идеал, к которому надо стремиться, и все хотят к нему стремиться, быть похожим на этот идеал. Когда человек начинает себя с вами сравнивать, он понимает, что даже близко не стою. Хоть бы одним пальцем дотянуться, да, не получается. И от этого человек начинает там переживать, нервничать, беситься, злиться и пытаться, ну, хоть чем-то вам там, не знаю, досадить, насолить, хотя бы у себя там в голове. Не любят вас женщины за то, что вы сильная, за то, что вы красивая, за то, что вы самостоятельная и за то, что вы очень такой неунывающий, бодрый человечек, которому все по силам. Даже если через силу, вам все равно все по силам. Вот за это вас не любят. Вы не жеманная, вы хорошо воспитанная, вы аккуратная, вы вот сама по себе, вот по природе, да, энергетика у вас очень уникальная. Вот эта энергетика дает вам красоту, дает вам внутреннюю красоту. А они ведь не понимают. Они же думают, что там брендовую шмотку натянул, там этой косметикой там все закрасил, накрасил, там мужичка себе посостоятельнее. Ну, типа вот в таком плане надо жить. Вот. А когда с вами сталкиваются, понимают, что нет, все-таки есть какие-то высшие идеалы, и им до вас далеко. Далеко. Часто вас обсуждают женщины. Вот я вижу прям женские коллективы, которые вот каждый раз при встрече, вот они там, когда собирается больше, чем одна женщина, они начинают обсуждать. Там 2, 3, там 20 начинают обсуждать, начинают говорить о вас и начинают, знаете, как за здравие, заканчивают как за упокой. Да? Почему-то все вот эти женские разговоры всегда заканчиваются негативом в ваш адрес. Это как данность, да, тут ничего не поделаешь. Притягиваете взгляды. Что касается мужчин, ну вы мужчина такой удачливый на самом деле. Может быть, вы сейчас со мной не согласитесь, но вот ваши эти вот завистники, недоброжелатели считают вас очень удачливым. Да, часто над вами тучи сгущаются, но вы как в последнюю минуту как выскакиваете из всех этих событий. И многие прям считают, что вы там чуть ли не знаю, там колдун какой-то, да, что вы там зачарованный человек, да, заговоренный, что вас беда обходит. Хотя в этом есть доля правды, но это не заговоры, это не чары, это скорее как дар вашего рода. В вашем роду были мужчины, сильные мужчины, были воины-мужчины, были мужчины, которые, ну, как жертву себя приносили, какие-то геройские поступки совершали. Причем, знаете, там человек мог за жизнь и из десяток таких поступков совершить. Вот себя не жалел, да, как там говорят, живота не жалел. За это у вас есть вот эта доля удачи. Но опять же, она у вас активируется только в те моменты, когда вы не думаете о конечном результате. Да? Вам просто нужна удача, и она к вам приходит. А когда вы думаете, там мысленно начинаете просить, ой, пусть мне повезет, пусть меня там пронесет, обычно мимо обходит, проходит мимо вас. Вот. Ну, люди это видят, они же не слепые. Да? Просто они этого не понимают, что вы из рода очень такого сильного, да, и начинают придумывать. Ну, кстати, мужская зависть, она ничем не уступает женской зависти, а иногда даже и в перебор идет. Поэтому, мои дорогие, завидовали, завидуют и будут завидовать, и разговоры будут ходить. Вы для многих мужиков как соперник идете. То есть вас просто тупо боятся. Боятся, да. А как вас не бояться? Как? Если вы везучие, если вы с головой дружите, если руки у вас с правильного места растут. Не алкаш там подзаборный, не бабник, гуляка. Конечно, будут завидовать. Вот и все. То есть тут, ну, таким вы родились, да, но что тут поделаешь. Это, кстати, ваша сильная черта. Вот с местом вам не повезло, вам бы куда-нибудь съехать, переехать, вот там бы у вас все наладилось. А там, где вы сейчас находитесь, ну, там все такие одноклеточные, немножко недоразвитые, к сожалению. Может, там климат такой, да, либо условия жизни такие. Вот тут не повезло, да. Если сможете уехать, переехать куда-нибудь в другое место, ну, все наладится, абсолютно все наладится. Так, что говорят хорошего про вас? Но вас на самом деле добрые люди очень любят. Любят, восхищаются, в пример
берут себе и своим, например, детям, там, родственникам вас в пример ставят. Вы как, ну, действительно идеал, к вам хочется тянуться, люди к вам тянутся. Люди нуждаются в ваших советах, просто в вашем добром слове. Вот знаете, есть люди, которые с вами вот поговоришь, и прям себя хорошо чувствуешь. Да? Вы можете внушить надежду, вы можете подарить хорошее настроение, вы можете утешить, успокоить. К вам очень люди тянутся, очень-очень. С одной стороны, это, конечно, большой плюс, а с другой стороны, это все-таки минус. Почему? Потому что люди своими вот переживаниями, какими-то проблемами, они вот с вами делятся, и с вас энергетику тянут. Потому что вы душа-то добрая, вам всем хочется помочь. Каждый раз, вот каждым добрым словом, вы как частичка себя делитесь. Я это не понаслышке знаю, испытала. Вот и у вас похожая ситуация идет. Вам вообще нужно избегать таких моментов, когда к вам приходят, там, жалятся, на плече плачут. Для вас это вообще как травма идет, так, микротравма. Вы ведь все близко к сердцу принимаете. А люди ведь разные. Есть действительно у человека проблема, но он очень скупо об этом говорит. А есть человек там на ровном месте пожар раздул, и он начинает там в конвульсиях биться, там губы трясутся, руки трясутся, боже, там истерику впадает. И вы начинаете думать: о боже, у человека горе, надо же помогать. Вот. И делается большой выброс в сторону этого человека, выброс вашей хорошей положительной энергетики. Так, кто у меня в паре в браке и живет достаточно давно, и живет весело, неспокойно живет человек. Смотрите, ваш супруг, ну, очень доволен вами на самом-то деле. Доволен, хоть он этого не показывает, хоть говорит вам обратное, но считает, что он везунчик, считает, что круто повезло, да, именно с такой женщиной, как вы. Для него вы женщина очень ценная. Вам в глаза он говорит обратное, но когда за вашей спиной, да, он с кем-то общается, он всегда в каком-то восхитительном тоне, на высоком слоге о вас рассказывает. Понимаете? Если у вас есть свекровь, это, конечно, для нее как ножом по сердцу, понимаете? С одной стороны, она, конечно же, рада, что у сына такая замечательная жена и что сын счастлив, доволен. А с другой стороны, тут материнская ревность проступает. Вот. Если у вас проблемы с ней в отношениях, то знаете, что виной тому ваш супруг, который слишком вас там нахваливает, рассказывает, какая вы идеальная. Вот. Поменьше бы он рассказывал, может, она поспокойнее бы на вас реагировала. Если вы мужчина, и вы в браке, ваша жена вас очень любит, и она вам желает только лучшего. Понимаете? Да, есть моменты, где вы ошибаетесь, есть моменты, когда вам нужна, там, не знаю, ну просто пинок нужен, да, толчок нужен для каких-то действий. И жена пытается вам помочь. Может быть, не всегда она может справиться со своими эмоциями, но, понимаете, она за вас молится. Вот. А это, я вам скажу, не просто так. Если человека не любишь, то никогда за него молиться не будешь. А она за вас молится. Вот она каждый раз Создателя просит, чтобы у вас все было хорошо, чтобы от вас там беду отвели, там какие-то неприятности отвели. Она вас очень любит. Вот что бы там между вами ни было, она вас очень любит, все вам всегда прощает, хоть говорит обратное, на самом деле все прощает. И ее мечта, чтобы у вас все наладилось, чтобы вы были успешным человеком, чтобы вы себя нашли, там, реализовали себя, вот, чтобы жили вы хорошо. Она хорошая женщина, просто немножко эмоциональная. Что она говорит о вас своим родственникам? Она говорит правду. Она говорит только лишь правду. Вот как оно есть, так она и говорит. Ничего не придумывает, как не добавляет, не убавляет. Вот как есть, говорит. Как есть. Ну и самое главное, говорит, что вы ее судьба, да? Вы ее судьба, и она этим довольна. Так, у кого есть возлюбленный, возлюбленная. Ну, здесь человек полностью вами покорен, но человек вам достался очень строптивый.
Мужчина, женщина, неважно. Вот я вижу, что человек вот прям с рожками, строптивый человек. Человек, который будет пытаться гнуть свою линию. Я уже говорила, да, что вы очень добрый, оптимистичный и податливый человек. И вот эту вашу доброту толкуют неправильно. Здесь идут попытки вас к себе привязать, причем продавив какие-то свои интересы. Но это неправильно. Такой подход к вам нельзя применять. Абсолютно нельзя. Тот человек, с кем вы сейчас общаетесь, встречаетесь, но он вас выбрал и не видит будущего без вас. Что бы сейчас между вами там ни происходило, чтобы там застой, движение, это не важно. Важно то, что человек, как говорится, попробуй выгони его с вашего жизненного пути. Не уйдет. Не уйдет и будет вас тут и добиваться, и обхаживать. И вас нельзя потерять. Понимаете, вы большая ценность. Человек, кто рядом с вами, это видит, понимает и благодарит высшие силы за то, что с вами познакомился, встретился, да, либо что вы сошлись в одну пару. Уникальный вы человек, мужчины, женщины, вот серьезно. Вот то, что я вижу, это уникальность, особенность и уникальность. Побольше бы таких людей, как вы, в мире. И я думаю, что в мире и войны бы закончились, и люди бы стали жить, какие-нибудь там большие открытия произошли, да вообще доброта бы победила. Да, но, к сожалению, таких, как вы, мало, да, не хватает, надо больше. Так что, мои хорошие, обзаводитесь детками, рожайте таких же прекрасных деток, и пусть таких людей хороших будет гораздо больше. Так, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.